Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте, я вас всех с огромным удовольствием приветствую. Сегодня мы продолжаем наш цикл мероприятий «Профилактика киберпреступлений», запущенный в прошлом году совместно Мининноваций нашей республики и Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. Уважаемые зрители, обращаюсь сейчас к вам. Мы ведем наш круглый стол в прямом эфире, поэтому прошу вас, задавайте вопросы, пишите их в комментариях к видео, которое смотрите. Тема сегодняшнего круглого стола с участием экспертов – это защита детей от вредной и противоправной информации. И разрешите представить экспертов и представителей всевозможных структур, ведомств и организаций. Это Сергей Лыткин, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Олег Халиуллин, Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел по республике. Иван Мухоплев, инспектор отделения по делам несовершеннолетних МВД по республике. Павлова Наталья Дмитриевна, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. Алексей Красильников, Республиканский центр инфокоммуникационных технологий. Туяра Колесова, председатель общественной организации «Родительский совет» города Якутска. Надежда Захарова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки. Елена Уваровская, педагог-психолог, исполняющий обязанности заместителя директора Центра медико-социального сопровождения города Якутска, Управление образования окружной администрации столицы. Анатолий Кузьмин, Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, психология. И, надеюсь, к нам все-таки присоединится Алексей Эдуардович Васильев, блогер и предприниматель. Также среди экспертов Роман Пестерев, член Союза журналистов России, координатор проекта «Безопасный интернет». Ну и, собственно, я, Иван Лазаренко, модератор сегодняшнего мероприятия. Я представляю телеканал «Якутия-24», на котором мы регулярно освещаем данные мероприятия, ну и, соответственно, выпускаем в эфир контент, который мы здесь утверждаем. Итак, сегодня мы будем обсуждать тему защиты детей от вредной, противоправной информации. Обсудим тот вопрос, что делать, чтобы ребенок не стал жертвой, куда обращаться, как себя вести, если это вдруг, не дай бог, случилось. Потому что ни для кого не секрет, что современные дети – это уверенные пользователи сети интернет, даже более уверенные, чем их родители, что, может быть, к сожалению, пользуются и знают, как пользоваться всемирной сетью. При этом интернет ни для кого не секрет, что это не только банк знаний, но и беспорядочная библиотека, коммуникационная площадка не всегда положительной направленности, чем наши дети, к сожалению, и пользуются. В этом плане интернет мало отличается от улицы торгового центра. Люди встречаются, общаются, обмениваются подарками, мнениями и тому подобное. Многие вопросы мы уже ранее затрагивали в рамках нашего цикла, но сегодня вместе с экспертами давайте обсудим эту проблему еще раз. И первый вопрос я хочу задать представителю Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, руководителю отдела информационной безопасности Сергею Лыткину. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, какую работу министерство проводит именно для населения по вопросу кибербезопасности детей. Добрый день, уважаемые участники и зрители нашего круглого стола. Министерство инноваций в рамках своих полномочий обеспечивает защиту государственных информационных ресурсов, а также проводит единую политику по информационной безопасности в целом. Получается, вот как вы заметили, да, если защиту детей от информации затрагивать, то интернет является коммуникационной площадкой для обмена всей информацией. И там участниками являются не только взрослые люди, но и дети сами. И сейчас вот получается, угроза направлена не только просто вот на информирование, а еще и на поведенческий характер. И получается вот игромания, бесконтрольная трата денег, опасные знакомства и так далее. Вот, например, у меня племянник играет игрушки и потратил 12 тысяч денег, получается, родительских денег. Телефон, где он играет, был привязан к карте их родителей, его родителей. И поэтому вот в рамках своих полномочий министерство подготовило видеоролик «Защита детей от вредной и противоправной информации», который, надеюсь, для наших зрителей будет как-то основополагающим, чтобы уже правильно приходить к защите и пониманию, предостерегать детей от вредной информации.
Всемирная паутина – это удивительный источник информации. Жизнь современного человека немыслима без интернета. Так как его платформы подвергаются постоянному развитию, никуда не деться от того, что большая часть детей будут взрослеть, используя интернет для обучения и развлечения. Именно поэтому с раннего возраста нужно обучить ребенка правилам интернет-безопасности. Это видео расскажет о том, как защитить ребенка в соцсетях. Обсуждая безопасность детей в интернете, мы должны помнить о двух составляющих – негативное влияние недетского контента и опасные знакомства через социальные сети. Для того, чтобы защитить ребенка от интернета, в части опасных сайтов, их влияния на неокрепшую детскую психику, достаточно установить на компьютер и телефон так называемый родительский контроль. Сложнее будет объяснить школьнику, чем опасны социальные сети для детей. В этом случае психологи советуют провести несколько бесед с подростком о том, что социальные сети и чаты – это не только друзья и новые знакомства. Через социальные сети люди с недобрыми намерениями, извращенцы, педофилы, похитители и просто квартирные грабители и мошенники могут выведать личную информацию и использовать ее против ребенка или семьи. Прежде чем завести страницу или аккаунт в социальных сетях, необходимо научить детей, как правильно пользоваться интернетом, а именно безопасному поведению в социальных сетях. Первое правило поведения в сети интернет – попросите ребенка давать проверять каждого нового знакомого из социальных сетей. Просматривайте внимательно профиль друга из сети, его фото, посты, интересные страницы, друзей. Анализируйте и обсуждайте с подростком. Во-вторых, научите держать всю личную информацию в секрете. Расскажите, чем могут навредить школьнику отправленные фото, рассказы о планируемом путешествии, информация об увлечениях. Всем известное правило «не говорите с незнакомцем на улице» актуально и в эпоху интернета. Обязательно донесите до своего ребенка, что встречи с людьми, с которыми он знакомится в интернете, сопряжены с риском для его безопасности. Незнакомцы в интернете могут и, скорее всего, будут опасны. И в-третьих, контролируйте время пребывания в соцсетях. Если у вас выстраиваются доверительные отношения с ребенком, то он не станет скрывать информацию. А социальные сети и интернет станут для него безопасным местом досуга и получения новой информации. Существует множество инструментов, таких как родительский контроль, антивирусное программное обеспечение и приложения, которые можно установить на устройство, например, приложение, ограничивающее по времени нахождения в сети, чтобы обезопасить ребенка при работе в сети. Помните, что безопасность ребенка в интернете на 90% зависит от его родителей. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой ролик получился. И на всякий случай напомню, что на этих круглых столах эти видеоролики мы в том числе обсуждаем. И если возникнут к создателям данного видео какие-то пожелания, может быть, еще какую-то дополнительную информацию внести в этот ролик, то в ходе нашего круглого стола, пожалуйста, ваши высказывания очень будут даже приветствоваться. И давайте продолжать. Очень часто поступают к нам вопрос, какие преступления совершаются в отношении детей в сети интернет и куда обращаться, если взломали телефон ребенка или устроили в интернете травлю. Этот вопрос адресуется Олегу Фаритовичу Халиуллину, подполковнику полиции, заместителю начальника отдела по организации разыскной работы и раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних, Управления уголовного розыска МВД по республике. Олег Фаритович, слово вам. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники, зрители. Основная масса преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних с помощью сети интернета, это, конечно, будут развратные действия сексуального характера. То есть злоумышленники, вступая в контакт с детьми, с несовершеннолетними, выманивают у них путем шантажа, обмана, запугивания фотографии интимного характера, заставляют себя сфотографировать обнаженным, либо отправляют свои фотографии, не факт, что это свои, находится много фотографий разных, и ведутся сообщения различные порнографического характера. Вот на этом попадается, и просьба родителей, конечно, это все переписки, фотографии, в случае обнаружения скриншотить, запоминать, потом, что в случае обращения в полицию, это было доказательной базой. Также такое преступление совершается с помощью интернета. Это как мошенничество. То есть у детей выманивают номера карточек родителей, узнают их данные, чем пользуются мошенники и переводят это как уже банковские счета, денег родителей, получается, лишают.
Ну, такие же, как преступления могут случаться, как вовлечение в скул-шутинг такой, как бы Колумбайн. То есть у нас в России как бы хорошо, что не развито приобретение, ну, нет такого доступа к огнестрельным оружиям. Ну, применяется практика, как много используют холодное оружие, где дети могут его легко достать. Ну, это все идут от компьютерных игр, конечно, и от отношений в семье, в школе. Ну, в основном, да, вот этих преступлений, это развратные действия и мошенничество. Ну, также бывает, что половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, где в ходе переписки преступники вводят в заблуждение о своем возрасте, о том, что, ну, говорят, якобы мне тоже 14 лет, встречаются с девочками, с мальчиками, ну, и происходит вот это, хоть и по обоюдному, но преступные действия. Ну, основные преступления вот эти, от чего можно оградить детей и предупредить родителей, я считаю. Так, ну, по поводу вскрытия гаджетов, да. Так, когда вскрыт гаджет ребенка, если там имеются фотографии личного характера, семейные там, то через администраторов соцсетей, где зарегистрировано, это можно все заблокировать, удалить. Ну, также имеется, если карточки, там данные личные, рабочие, все это, конечно, заблокировать. Ну и при каждом таком признаке преступления, конечно, обращаться в ближайший пункт полиции, где материал уже будет передан компетентным органам и будет проводиться проверка. Ну, у меня все. Большое спасибо, Олег Фаритович. Продолжаем. Следующий вопрос я хочу задать Надежде Игнатьевне Захаровой, главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки нашей республики, о том, как по линии министерства проводится работа в данном направлении, какие мероприятия запланированы, может быть, на следующий год, какие уже прошли в этом году. Добрый день, уважаемые участники круглого стола и зрители данного круглого стола. Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в системе образования республики ведется в соответствии с федеральным законом номер 436 о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и в соответствии с 273 федеральным законом об образовании по 4 направлениям. Первое и самое важное направление – это обеспечение информационной безопасности в образовательных организациях путем внедрения систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств. Доступ к сети интернет в образовательных организациях осуществляется через прокси-сервер, на котором установлена система контентной фильтрации, которая исключает доступ к информации, несовместимой с задачами образования и воспитания обучающихся. Разработан специальный регламент работы учителей и школьников в сети интернет. В случае обнаружения педагогами и обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, содержание которых противоречит законодательству, образовательное учреждение сообщает об этом провайдеру для блокировки доступа. Всего в образовательных организациях используется 30 331 персональных компьютеров. В том числе доступ к интернету имеют 20 116 компьютеров. Программы контентной фильтрации установлены в 541 образовательной организации. Министерством образования проводится постоянный мониторинг обновления данных программ фильтрации. Так, и второе направление – это именно воспитание культуры поведения в интернет-пространстве, профилактика детей и подростков от интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационной телекоммуникационной среде через их обучение, их способам защиты от вредной информации. Во всех 36 муниципальных районах реализуются программы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. Это является нашими прямыми полномочиями и в соответствии со 120-м федеральным законом. Муниципальные программы у нас разработаны на основе профилактической образовательной программы «Воспитание ответственностью».
Так, и у нас с 2003 года ежегодно 2 раза в месяц проводятся месячники психологического здоровья обучающихся в образовательных организациях. Во всех образовательных организациях, то есть дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Крайний месячник психологического здоровья у нас проведен с 15 октября по 15 ноября. И в рамках этого месячника психологического здоровья мы проводим тестирование, потому что при предупреждении правонарушений основным инструментом является диагностика, своевременная диагностика и постановка проблемы. Да? В этом году в рамках проведения месячника психологического здоровья мы выявляли детей, которые подвержены буллингу, и в том числе кибербуллингу со стороны сверстников. Раннему выявлению признаков буллинга способствуют социометрические измерения, диагностика межличностных и межгрупповых отношений. В целом, по итогам тестирования у нас было выявлено 7433 ребенка, которые не приняты одноклассниками, своими сверстниками. Это по состоянию на 1 декабря. Тестирование у нас будет проводиться до 15 февраля, поэтому это не окончательные результаты. Потом образовательные организации проводили расширенную психодиагностику с использованием расширенной батареи методик, по итогам которого выявлено 55 школьников и 5 студентов профессиональных образовательных организаций, которые подвергаются активному буллингу, в том числе кибербуллингу. И на всех этих детей выявленных составляется индивидуальный план психолого-педагогической работы, и социально-педагогические службы образовательного учреждения уже напрямую работают с детьми и с родителями. Кроме того, по итогам диагностических мероприятий в рамках месячника мы выявили 736 несовершеннолетних от 13 до 15 лет и 676 несовершеннолетних от 15 до 18 лет и 136 студентов профессиональных образовательных организаций, которые подвержены риску вовлечения в противоправные деяния, в том числе противоправному поведению в интернет-пространстве. С данными детьми также в соответствии с положением о социально-психологическом тестировании начата индивидуальная профилактическая работа. Третье и основное направление, которое у нас имеет проблемные зоны, это работа с родителями. Согласно данным муниципальных органов управления в сфере образования, за 9 месяцев 2020 года проведено 15 014 родительских всеобучий, в том числе 7 040 всеобучий на тему информационной безопасности с общим охватом 70 885 родителей. Под всеобучами подразумеваются лекции, беседы, мероприятия на данную тему. Так. И проблема именно в чем заключается. Эти беседы, лекции проводятся педагогами, классными руководителями, которые зачастую также могут быть, вот как уже было сказано, да, взрослыми, которые не так компетентны в интернет-пространстве, как сами дети и как сами родители имеются в виду. Да? Поэтому у нас в этом плане нам необходима поддержка от Министерства инновационных технологий и связи в части обучения наших педагогов, как обучать родителей ИКТ-компетентности. Так, кроме того, на сайтах образовательных организаций, осуществляющих работу с несовершеннолетними, созданы специальные разделы «Информационная безопасность», о персональных данных. В части защиты информации персональных данных мы с управлением Роскомнадзора очень тесно работаем. По их и нашей инициативе был утвержден комплексный план профилактики, обеспечению информационной безопасности детей, утвержденный заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия в 2018 году. Так, и в рамках этого плана мы проводим межведомственную работу на системной основе. Но, конечно, доработки в этом плане необходимы. И четвертое направление – это работа с педагогами. На системной основе проводится работа по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций, которые ответственны за обеспечение безопасности в учебных заведениях, по профилактике экстремистских проявлений, организована системная работа по кадровому обеспечению образовательных организаций,
Тут мы развитие кадрового потенциала именно оцениваем в направлении психолого-педагогического сопровождения детей. У нас ежегодно увеличивается количество квалифицированных педагогов-психологов и социальных педагогов, которые могут своевременно выявить, установить проблему и оказать психологическую помощь ребенку, потому что любое отклонение в поведении ребенка – это есть, как я всегда говорю, крик о помощи ребенка. Да? Любое отклонение не только в реальной жизни, но и в интернет-пространстве говорит о том, что ребенку нужна какая-то помощь, значит, ему что-то нужно. И поэтому мы так усиленно развиваем именно квалификацию педагогов-психологов и социальных педагогов. В образовательных организациях Республики Саха-Якутия, в общеобразовательных, всего работают 377 учителей информатики, которые более компетентны, чем и другие педагоги. И они тоже повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации, проводимых Институтом развития образования Республики Саха-Якутия. Таким образом, в 2020 году 4 курсами повышения квалификации охвачены 139 педагогов. Кроме того, мы с надзорными органами, и в том числе с прокуратурой Республики Саха-Якутия, очень тесно работаем в плане совершенствования нормативно-правовых документов, регулирующих данное направление деятельности, и принимаем дополнительные организационные меры в целях выявления и постановки на учет учащихся, имеющих проблемы в отношениях с ровесниками, педагогами и проведения с ними индивидуальной работы. Так, у меня все. Большое спасибо. Просто напомню, мы вот на эту тему круглый стол проводим уже не первый раз, и на каждом круглом столе у нас просто формируется очень такая мысль, которую мы бы хотели, чтобы она получила жизнь, скажем так. Это вот во всех школах, но вот помимо тех мероприятий, которые вы упомянули, именно чтобы по линии Министерства образования или Управления образования городского нашего хотя бы для начала, именно на постоянной основе проводились вот эти вот, не знаю, лекции, может быть, обсуждения со школьниками, именно узконаправленно на тему кибербезопасности и защите от вредной и вредоносной информации, так сказать, уроки цифровой гигиены. То есть, если есть какая-то возможность предусмотреть, может быть, в каком-то ближайшем будущем, именно это было бы очень здорово. Министерство со своей стороны готово там предоставить вообще всевозможную помощь. Уроки интернет-безопасности у нас проводятся в соответствии с планом Министерства просвещения Российской Федерации, у которого есть единый календарь уроков по информационной безопасности. Да? Мы проводим в соответствии вот, с этим календарем. И тоже вот мониторим. Но именно вот, как я уже сказала, необходимо вот именно повышать компетентность и компетентность в первую очередь наших педагогов, чтобы они могли оказать в свою очередь, как-то воздействовать на родителей и обучать их этой компетентности. Допустим, да? Мы могли бы проводить данную работу, допустим, через классных руководителей, социальных педагогов, да? Не только через учителей информатики, они. Допустим, если на одну школу один учитель информатики, то классный руководитель есть в каждом классе. И не все классные руководители их это компетентны, как учителя информатики, допустим. И не всем они могут донести, вот, на какие сайты, как отслеживать и так далее, вот эту информацию. Да? Поэтому мы будем очень рады сотрудничать с ИРО-ИПК, через ИРО-ИПК, вот, со специалистами Министерства связи. Очень здорово, что такая работа, по крайней мере, ведется, и в том или ином виде она в каждом практически учебном заведении представлена, я как понял. К нам начали поступать вопросы. Я напомню, мы сейчас в прямом эфире, и всех зрителей данной трансляции мы приглашаем присоединиться к обсуждению этого вопроса и задавать нашим экспертам вопросы. И сейчас вот один из поступивших вопросов, я, наверное, адресую его всем, в первую очередь, как родителям. В каком возрасте ребенку стоит покупать личный сотовый телефон с выходом в интернет? Вот можно из личного опыта, можно с точки зрения психологии. Мне кажется, на этот вопрос психологи очень хорошо ответят, потому что все равно от развития от готовности ребенка у каждого все индивидуально, от психологического
готовности ребенка это зависит. Здравствуйте. Так, Анатолий Васильевич, исполняющий обязанности заведующего мобильной кризисной службы. Так, то есть наше отдел работает с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. Это у нас физическое насилие, эмоциональное, пренебрежение нуждами и сексуальное насилие. Да? Так, когда покупать ребенку телефон? Да? Ребенок подвергается кибербуллингу, например, с 5 по 8 класс. Они очень трудно переносят, когда дети издеваются над ними, да, в интернете, отмечают его в каких-то фотографиях. То есть, наверное, телефон нужно покупать именно с какими целями. Ну, ребенок сейчас его мир это и в интернете. То есть ребенка тоже нельзя телефон убирать, потому что он подвергает. Это же его общение в социальной сети. Сейчас они очень широко общаются со сверстниками через интернет. То есть интернет тоже убирать от ребенка тоже не нужно. Что еще? Но тем не менее, вот в первом классе, во втором, в 5 лет, в 10 лет, в 15 лет первый телефон. Первый телефон уже с 1 класса, так как ребенка нужно отслеживать, да? Уже покупать, как уроки закончил, она звонит родителям. Заберите меня, или я задержусь куда-то. То есть телефон нужен с 1 класса. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. Наталья Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, какие вопросы, какие мероприятия ведутся по данному вопросу. Уважаемые участники круглого стола, разрешите представиться. Я старший референт аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. Меня зовут Павлова Наталья Дмитриевна. Так, профилактика киберпреступности начата с прошлого года, да, действует. Это очень актуальное в данное время направление, я считаю, что и сегодня именно мы говорим о защите детей от вредной противоправной информации. И считаю, что в условиях пандемии, в условиях дистанционного обучения данная тема очень актуальна. И считаю, что в данных условиях уполномоченный по правам ребенка Соловьева Анна Афанасьевна имеет несколько мнений. Это наиболее эффективным механизмом обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, содействие в организации централизованного информирования родителей и педагогов о возможных рисках пропаганды суицидального поведения подростков в социальных сетях является формирование информационной культуры детей, родителей и повышение профессиональной компетентности работников образования. Именно если сказать о построении работы, да, в данном направлении, то уполномоченные регионов в субъектах Российской Федерации, а в том числе Соловьева Анна Афанасьевна, акцентирует свою работу именно в следующих направлениях. Это привлечение общественного внимания к данной проблеме, а также информирование самих несовершеннолетних, их родителей, педагогов, воспитателей, а также повышение информационной и правовой культуры несовершеннолетних в целом, стимулирование создания и развития, привлечением родительских объединений, общественных организаций, волонтеров. Также поощрение принятия телерадиовещателями, печатными СМИ, интернет-провайдерами, провайдерами мобильной сотовой связи, иными профессиональными сообществами в данной сфере. Это именно поощрение такого рода мероприятий. Также создание сети экспертных учреждений, подготовки необходимого числа квалифицированных экспертов, организация мониторинга СМИ, сети интернет и других средств массовой коммуникации. Уполномоченный, в свою очередь, в целях профилактики киберпреступности именно в отношении несовершеннолетних предлагает следующее. Это, конечно же, постоянная организация информационно-просветительских материалов для специалистов и родителей, а также осуществление проката социальных роликов в рамках реализации федерального закона номер 436,
И как уже вот сказано, отмечено, да, представителем Министерства образования, это внедрение в общеобразовательных учреждениях, учебных заведениях, да, где вот обучаются именно несовершеннолетними, изучение, в том числе федерального закона номер 436. То есть, ну, как говорится, вот педагоги и родители должны уже понимать, каким образом можно отгородить ребенка от этой вредоносной информации. Также самое главное вот предложение, которое вот Анна Афанасьевна озвучивала еще в прошлом году, это создание кибердружин. Это можно организовать путем привлечения студентов, мы думаем, да, и которые будут именно мониторить по интернету, а также в социальных сетях, да, несовершеннолетних, и выявлять факты, где вот распространяется негативная информация. Мы считаем, что данное вот предложение будет очень эффективным, поскольку на кого нацелено вот именно интернет вообще в своем роде очень полезное средство, да, как для обучения, как для отдыха, а также, ну, как для развлечения, да. И молодежь, конечно же, сейчас, ну, все с телефонами же, да, ходим, поэтому считаю, что данный мониторинг со стороны вот кибердружин может выявить ряд, ну, таких вот противоправных действий в отношении несовершеннолетних, мы думаем. Вот. Ну, в основном несовершеннолетние мы считаем, что в школах достаточно вот образование в данной сфере ведется, ну, в таком положительном контексте, считаем, поскольку вот уже внедрены направления, да, вот, со стороны Министерства образования. Поэтому вот в таком роде у нас работа ведется. Кибердружин, на самом деле, это мысль очень интересная, просто главное оформить, как это реализовать на практике, как привлекать и как это, ну, может быть, в каких-то случаях регулировать, чтобы в правовом поле. Да, чтобы в правовом поле все было нормально, и чтобы и ту сторону, и вот эту вот сторону это все устраивало, допустим, вот как несовершеннолетних, чтобы это с соблюдением персональных данных, допустим, да, вот детей. Вот это вот все с соблюдением, без нарушений, то есть персональных данных. Поэтому я думаю, что если коммуникацию вы будете держать с Республиканским центром инфокоммуникационных технологий, чтобы этот вопрос урегулировать, было бы на самом деле очень здорово, чтобы этот механизм заработал. А, дорогие друзья, хочу сейчас обратиться ко всем. Ко мне технические службы нашего круглого стола обратились, попросили небольшой перерыв на 5 минут буквально. Поэтому 5 минут сидим и можем, ну, общаться неформально, скажем так. Хорошо? Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш круглый стол. Извиняемся за задержку. Еще раз напомню зрителям нашего YouTube-канала, что можно присылать вопросы. И как раз поступил еще один, спрашивает Лида Афанасьева. Сейчас все играют в онлайн-игры, а там, как ни для кого не секрет, от игроков идет одна нецензурная брань. Что делать в такой ситуации? Запрещать ребенку играть не вариант, можно спровоцировать некий конфликт или недовольство. Опять же, это, видимо, какая-то родительская практика должна, может быть, сейчас быть озвучена. Кто-то, если с этим сталкивался. Ну и советы, что делать? Наверное, это самое важное, это доверительные отношения с ребенком. Ребенок, например, ужин рассказывает, что только хорошие новости. Ребенок должен рассказывать и плохое, что произошло, что с кем, да. И родители должны вот проконтролировать, что ребенок, ну, в сети он выходил как конфиденциальность, тоже он знал, например, скрывать какие-то информацию, чтобы никакие левые люди не писали, да. Про это тоже родители некоторые не знают, поэтому некоторые дети даже подвергаются действиям сексуального характера в отношении вот несовершеннолетних, да? Через контакты отправляют некоторые фотографии.
По сводам СУСКАТ за 2020 год к нам поступило 13 фактов. Через контакты писали, отправляли некоторые фотографии. И родители признаются то, что они не контролировали это. Они даже не знали, что можно скрывать, чтобы другой человек не писал. А дети, в свою очередь, некоторые знают, некоторые не знают, некоторых это любопытство. Из-за любопытства начинают переписываться. Вот плохой человек заходит в доверительный контакт, и так и начинается. Спасибо. Позвольте, я конечно, добавлю тоже. Да, слова, по которые вы вопросам. озвучиваете, страшные, но чтобы понимали мы вообще масштаб этой проблемы, Алексей Алексеевич, я хочу обратиться к вам, потому что есть статистические данные, которые нам всем просто важно, нужно услышать. Ну, давайте я по статистике отмечу и по вопросу немного хочу сказать. Все-таки я молодой отец, дети мои играют, скажем, все-таки на компьютере играют, на телефонах играют, но в такие детские игры. До озвученной проблемы еще несколько лет мне. Но что хочу сказать, компьютерные игры сейчас это же индустрия, сейчас это огромные деньги, медиа мощная, это площадки, и на них действуют также все федеральные законы всех стран, и они маркируются по возрасту рекомендованному. Соответственно, то, что озвучено было, наверняка промаркировано старшим возрастом, 16+, 18+. Поэтому родителям я советую в это дальше углубляться, следить за этим. Все-таки если это как, ну, наш круглый стол называется «Защита детей от вредной и противоправной информации». В данном случае информация противоправная и доносится до ребенка противоправно, если он этого возраста не достиг. Поэтому, опять-таки, ну, если возраст, скажем, сложный, да, 12-13 лет, конечно, это уже человек в какой-то части сложившийся и технически грамотный, но договариваться нужно. Теперь немножко по статистике. У меня есть, на мой взгляд, интересные данные. Это данные опроса, проводимой лабораторией Касперского. Это международное исследование, более 3500 семей в нем принимало участие. Ну, сразу скажу, это было до пандемии, а значит, сейчас оно еще более актуальным является. Так вот, это исследование, в котором принимали семьи и дети, есть градация по возрасту, ну и, соответственно, вопросы по активности в сети интернет. Так вот, что выяснилось? Более половины детей, именно в нашей стране, в России, это 58%, скрывают свои нежелательные активности от родителей в сети интернет. Причем, если вот по возрасту смотреть 8-10 лет, так поступает 45% опрошенных. Если возраст брать 14-16 лет, то таких пользователей уже 65, ну, то есть растет. Мне теперь что вот у родителей также спрашивали. Родители замечают, что дети от них что-то скрывают, и только крайне редко узнают, что это что-то действительно серьезное. И согласно исследованию, почти все, там около 92% указано, подростки успешно скрывают потенциально опасные активности. Ну, например, то, что мы сейчас говорили, это просмотр контента, который не разрешен по возрасту, либо общение с какими-то незнакомцами, может даже и опасными, либо участие в онлайн-травле, потому что вы же понимаете, что с одной стороны это очень плохо, если вот тому человеку, кого травят, но огромная выборка есть людей, которые травят. Они ведь тоже должны понимать, что поступают неправильно. Так вот, дети, ну, как уже сказано, часто умалчивают, что происходит в сети интернет. И еще интересная статистика, как они это делают. 18%, когда родителей нет дома. Отдельно свой пароль вносят 16% опрошенных. А более интересные, более сложные вещи, например, удаление истории в браузере, 10%. Целых 22% детей принимают средства, которые позволяют им заходить в сеть анонимно. Это уже, ну, такой более продвинутый уровень. Как мы говорим, дети сейчас очень продвинутые в этом вопросе. 14% используют специальные программы, которые
помогают скрыть используемые приложения. То есть даже если они подвергаются проверке со стороны родителей, вот они от них закрываются это. К сожалению, вот несмотря на то, что вот эти опрошенные дети, да, скажем, более старший возраст, больше 10, там, 13 лет, несмотря на то, что они такие грамотные технически, они не чувствуют себя защищенными в сети. И опять-таки по результатам опроса 73% признались, что хотели бы больше разговаривать о родителях, о киберугрозах со своими родителями. И вот несмотря на то, что они так приватность свою скрывают, свои активности в сети скрывают, они хотят с родителями общаться. Хотят, чтобы сайты и приложения были доверены, 64% по опросу. И хотят быть огражденными от небезопасных ресурсов, 58%. Вот такая статистика. Еще раз скажу, что это статистика за предыдущий год, значит, до пандемии, значит, в настоящее время она еще более актуальна. Все равно сейчас мы еще более углубляемся в сеть, еще больше пользуемся интернетом, дети у нас на удаленке учатся. Вот такая статистика. Спасибо. Ну что ж, в принципе, с одной стороны, цифры обнадеживающие, что более 70% детей хотят быть огражденными от вредоносной информации, но не знают, как это сделать. Соответственно, вопрос доверия между ребенком и родителем здесь на первый план возникает. И, естественно, профилактика. Вот именно о профилактике я хочу спросить Ивана Владимировича Мухоплева, инспектора отделения по делам несовершеннолетних МВД, какая профилактическая именно работа ведется с родителями и детьми по защите их от вредной и противоправной информации в сети интернет. Добрый день. Я являюсь старшим инспектором отдела организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних, отдела деятельности участковых полномоченных полиции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Зовут меня Мухоплев Иван Владимирович. Значит, безопасность детей – это главная задача цивилизованного общества. К видам интернет-угроз в отношении детей могут быть вредоносные программы, спамы, кибермошенничество, коммуникационные риски, контентные риски, неподобающий контент, незаконный контент и киберпреступления. Защита детей от информационных угроз и рисков интернет-ресурсов связана с формированием медиаграмотности, которую формирует семья в основном и школа. Сотрудники органов внутренних дел, именно подразделение по делам несовершеннолетних, занимаются профилактикой, пресечением такого рода преступлений. Значит, с начала года сотрудниками по делам несовершеннолетних всего было проведено 852 лекции в образовательных учреждениях. Но с учетом эпидемиологической обстановки в республике мы проводили в том числе в онлайн-формате и 147 в родительских аудиториях именно по профилактике интернет-безопасности несовершеннолетних. Значит, в целях обеспечения оперативного контроля за обстановкой на объектах сферы образования, организации, во взаимодействии с администрациями учебных заведений, Министерством внутренних дел, значит, издавались ведомственные приказы по закреплению, значит, кураторов со стороны Министерства внутренних дел и территориальных органов внутренних дел за учебными заведениями, на основании которых, значит, данные приказы, значит, издаются по началу учебного года, разрабатываются совместные планы действий, и мы проводим ту или иную профилактическую работу именно по проведению лекций, бесед, с учетом требований администрации учебных заведений, в каком контексте и какую профилактическую деятельность нам необходимо осуществлять. Значит, на постоянной основе, получается, нами, Министерством внутренних дел, проводится мониторинг социальных сетей, но этим в основном занимаются у нас оперативные подразделения. Данная информация в ходе мониторинга, значит, мониторингом мы занимаемся с 2017 года, так как мы в 2017 году столкнулись с такой угрозой, как игра группы смерти «Синий кит». В настоящий момент у нас такого рода преступления не зарегистрировано, как бы мы немного отошли от этого. Но в связи с этим получается, что у нас создана такая группа, мы мониторим, значит, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверки, в том числе и адресные проверки пользователей, установленных сотрудниками оперативных подразделений, с проведением индивидуально-практических бесед именно с несовершеннолетними, которые либо вступали в такие запрещенные группы, либо посещали подобные сайты.
Значит, также, получается, мы ежегодно перед студентами в связи с началом учебного года проводим встречи. В этом году встречи тоже проводились в онлайн-формате. Это в основном мы охватываем учащихся и студентов первых курсов, значит, высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений. И ежегодно, получается, в рамках Дней правовых знаний сотрудниками, значит, подразделений по делам несовершеннолетних доводится до родителей, до несовершеннолетних, обратившихся к сотрудникам, информация о телефонах доверия, существующих у нас на территории, значит, страны, на территории республики. Значит, у нас на территории республики также действует телефон у нас доверия экстренной службы Следственного комитета, где вот ребенок в опасности. Вся информация, значит, поступающая на телефон доверия, значит, если там есть информация, содержащая противоправный преступный, да, контент, она поступает в органы внутренних дел, соответственно, проходит регистрацию и по ней проводится соответствующая проверка. Значит, мы в этих целях, значит, получается, с 2017 года по настоящее время своих сотрудников, значит, постоянно повышаем уровень знаний своих сотрудников, направляем и разрабатываем методические рекомендации, в том числе алгоритмы действий по раннему выявлению, реагированию на деструктивное поведение совершеннолетних, проявляющихся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети интернет. Значит, получается, у нас онлайн-уроками всего в целом было охвачено около 290 учреждений общего образования, 11 институтов, факультетов СФУ. Это мы проводили онлайн-уроки в сентябре этого года. 18 учреждений среднего профессионального образования. Всего мы охватили лекциями более 12 тысяч школьников и более 1200 студентов вузов и 900 учащихся студентов СУЗов. В своей деятельности, значит, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят лекции и профилактического характера в учебных заведениях ежемесячно. Ну, у меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Большое спасибо вам за ответ. Далее хотел бы я обратиться к Туряе Валерьевне Колесовой, председателю общественной организации «Родительский совет города Якутска». По данной теме какие-то предложения, пожелания или, может быть, уже что-то вы по этой теме сами предпринимаете? Ну, по поводу сами предпринимаете, добрый день, дорогие коллеги. Ну что добавить, как бы все уже сказано. Очень отрадно было слышать от Министерства образования, что по 4 направлениям, вот основные, да, направления. Но самый больной, наверное, это направление работы с родителями. Поэтому я очень поддерживаю вот это вот предложение, еще больше охватить родителей. Надо работу эту, конечно, очень активизировать, скажем так, ну и мы поможем. Значит, я за внедрение вот этих курсов, прямо для всех, начиная от педагогов, потому что, ну, все понимаем, ну, вроде бы как вот отчеты идут же, да, например, мы слышим, мы видим, но так таково, если вот взять реалии, тут, конечно, немного есть такие, скажем, ну, не так все красиво и... Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы именно вот усилилась работа с родителями, чтобы прямо даже в каждой школе, ну, я, например, предлагаю, или в каждом округе города Якутска, если по городу Якутска я говорю, да, предлагаю организовать вот школы родительской ответственности или школы ответственных родителей, чтобы там проводить ежемесячно, даже, ну, ежеквартально, ладно, вот эти курсы именно по охвату, по работе с родителями. Надо информировать родителей. Родители, к сожалению, очень плохо информированы, но на сегодня еще может быть более-менее. Мы для этого и работаем, для этого мы и объединились с низов, скажем так. В каждой школе есть родительские комитеты, в каждом классе есть родительские комитеты, и мы для чего объединились, чтобы именно как раз-таки сплотились, чтобы организоваться, да, чтобы и информация шла, как говорится, доходила до родителей.
Вот, по поводу курсов мы только за. Курсов для родителей, курсов для школьников, курсов для педагогов, начиная от социальных педагогов до психологов. Обязательно именно по просвещению, скажем так, по кибербезопасности. Так, теперь по предложению вот Натальи Дмитриевны, это просто, я думаю, это вообще было бы классно, вот создание кибердружин. Это прямо, мы даже вступили бы в ваши ряды обязательно. Из числа родителей надо. Но я даже как-то вот хотела предложить, может, вообще какой-нибудь общественный совет организовать, что ли, по кибербезопасности, я не знаю, ну как-то по-другому это назвать. И прям туда всех, и родителей, и педагогов, и директоров обязательно школ, администрации, да, ну и вот министерства, ведомства, чтобы как-то более сплоченно работали. Ну, каждый, конечно, по отдельности работает, это прекрасно, но нам надо сплотиться во имя наших детей, во имя безопасности наших детей. Поэтому я за вот эти кибердружины, ну или вот как общественный совет создать, или даже родительские десанты, почему бы и нет. Так, усилить, вот сказал же, да, по курсу. Ну и социальные ролики, это очень сейчас нужно, надо по всем СМИ, почему бы и нет, активизировать работу именно по социальным роликам. Побольше как раз таки вот таких роликов. По поводу ролика, ну ролик понравился, все понятно. Вроде бы, куда обратиться даже родителям, да, вот если ребенок тут попал в какую-то ситуацию или что-то, какой-то вопрос, а у меня начинается там уже в группе, у меня тоже есть группа, и в этой группе мы переписываемся, конечно, у кого-то там, вот у меня родитель пишет, то-то, 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 у них, ну, с ребенком проблемы, куда обращаться, я давай искать. Единого как-то вот этого же нету, и каждого спасать, там искать, сидеть, это тоже неудобно. Я ищу телефоны, я ищу контакты, сразу с ПДН, конечно, пишу, куда обращаться, центры. Но чтобы объединить усилия, это нужно создать именно вот такие или дружины, или вот какой-то, ну я не знаю, общественный совет, ну скажем, на общественных началах. И по поводу поощрения, кто-то тут говорил, поощрение – это очень нужная вещь на данный момент времени, скажем, ну, сейчас все как-то, ну, бесплатно действовать там активно, это можем ну, только мы, возможно, общественники, но все равно какие-то поощрения нужны, и, кажется, надо тут еще гранты, направление в грантов, именно по направлению кибербезопасности, как-то так. Спасибо. В принципе, мысль довольно интересная, если такую деятельность действительно еще и поддержать. Сейчас я хочу обратиться к Центру медико-социального сопровождения. Елена Александровна, пожалуйста, расскажите, какие-то, может быть, уроки проводятся у вас по данной теме, как себя вести в интернете, в социальных сетях, какую помощь могут получить в вашем центре как дети, так и родители? Здравствуйте, я являюсь заместителем директора Центра психолого-медико-социального сопровождения при Управлении образования окружной администрации города Якутска. Наш центр оказывает помощь всем детям, родителям и педагогам города Якутска. Ну, какую помощь мы оказываем? Вот по данной проблеме я конкретно, да. Ну, во-первых, мы оказываем ведем просветительскую работу, то есть мы проводим родительские собрания. Сейчас, во время пандемии, многие образовательные учреждения перешли на дистанционную форму обучения, поэтому мы проводим педагогические советы, семинары для педагогов, родительские собрания и занятия для детей. Вот сейчас у нас в нашем центре, сотрудники нашего центра, специалисты проводят по вторникам и четвергам для родителей психологические занятия, в том числе и по кибербезопасности, по кибербуллингу. Также мы оказываем методическую помощь педагогам-психологам администрации школ. Любой педагог-психолог, любой классный руководитель, учитель-предметник, директор, зауч может обратиться в наш центр за методической помощью по любому вопросу. Также мы индивидуально работаем с детьми и с их родителями.
То есть мы проводим консультации для детей и для родителей, мы проводим диагностику и мы проводим коррекционную работу, потому что есть такое, очень много детей обращаются с компьютерной зависимостью от компьютерных игр и по поводу кибербуллинга. Но опять же вот здесь хочется сказать, почему-то все рассматривают кибербуллинг, вот жертвы кибербуллинга, те, кого травили, но на самом деле жертвы ведь обе стороны. Если ребенок кого-то травит, да, то значит он проявляет агрессию, он тревожен, значит у него в жизни тоже не все благополучно. На это нужно обратить внимание. Как правило, нужно работать не только с тем, кого травили, но и тот, кто травил. Очень часто кибербуллингом занимаются те дети, которые в реальной жизни они слабые, их обижали, их травили. И вот, скажем так, под покровом интернета, когда не нужно применять физическую силу, я могу, и не только меня обижают, не только я слабый, но я тоже могу теперь отомстить за все свои обиды. Ребенок начинает травить. Как можно заметить, что с ребенком происходит что-то не то, что он стал жертвой кибербуллинга или, может быть, сам проявляет агрессию? Ну, во-первых, очень часто у детей проявляются проблемы со здоровьем. Жертва кибербуллинга может страдать от бессонницы, от головной боли, от депрессии. Могут появиться и психосоматические заболевания. Ребенок становится пугливым. После нахождения в интернете, после того, как он отойдет от компьютера, он проявляет тревожность, он начинает грубо разговаривать с родителями, он напуган, да? И самое пугающее последствие кибербуллинга – это дети могут высказывать суицидальные намерения. Причем они могут их не прямо высказывать, а высказывать косвенно. И зачем я живу, например, и для чего эта жизнь, и в чем смысл жизни. На это нужно обращать внимание. Как себя вести, как психологически защититься от кибербуллинга? Ну, самое первое – это не обращать внимания. Вообще, самая первая рекомендация для всех детей, если они нас сейчас слышат, это сказать об этом взрослому, которому ты доверяешь. Родители, бабушка, дедушка, учитель, классный руководитель, психолог, я потом дам телефоны, куда можно обратиться и об этом сказать. Не реагировать, не испытывать вину и стыд. Обязательно поделиться с кем-то со своей проблемой, рассказать кому-то о своей проблеме. Ну и если все это продолжается, то сделать скриншоты, потому что, как правило, когда доходит до заявления в полицию, там уже все удалено, в WhatsApp-группе все удалено, страница в социальных сетях удалена, и доказать все очень сложно. Поэтому обязательно сделать скриншоты, обязательно сказать об этом взрослым и бороться со стрессом, то есть как-то себя отвлекать. Теперь куда можно обратиться, если все же вы подверглись кибербуллингу, или бывает такое, что вы проявили агрессию, вы занимались кибербуллингом и теперь боитесь, что последует наказание? Ну, во-первых, прежде всего можно обратиться в наш центр. Мы находимся на улице Рыдзинского, 18/5. Но сейчас в связи с пандемией, с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мы работаем в очно-заочном режиме. То есть часть услуг мы очно предоставляем, часть дистанционно. Поэтому к нам можно записаться по телефону 43 09 07. 43 09 07. Вам обязательно ответят наши специалисты, обязательно разберут вашу проблему, обязательно помогут. У нас не бывает такого, чтобы кто-то остался без помощи. Может быть, причем к нам это могут быть как индивидуальные обращения, так и представители школ, представители родительской общественности. Вот Ульяна Валерьевна говорила, да, что как-то мы можем по вашей заявке провести любые родительские собрания, беседы, семинары обучающие. То есть наш телефон 43 09 07. 07.
Позвоните, я вам отвечу обязательно. Так, и следующий телефон. Если все-таки по какой-то причине ребенок стесняется об этом сказать, боится, что кто-то в городе узнает, там родители, учителя, да, есть российский телефон доверия, который работает круглосуточно, абсолютно бесплатно, и говорить по нем можно с любого номера, с сотового, со стационарного. 8 800 2122. 8 800 2122. Этот телефон доверия висит на каждом этаже школ. Обязательно это контролируется управлением образования, нашим центром, поэтому свободно можно его увидеть, узнать в школе. Свободно можно позвонить по телефону 43 09 07 и у нас спросить номер этого телефона и со своей проблемой обратиться. И еще хочется добавить, что если все-таки возникла такая проблема, мы работаем не только с проблемой кибербуллинга, мы работаем вообще с любой детской проблемой, с любой проблемой детско-родительских отношений, да, то услуги нашего центра, мы работаем от управления образования окружной администрации города Якутска, они абсолютно бесплатные, они абсолютно конфиденциальные, потому что часто родители боятся, что информацию узнают в образовательном учреждении, это знакомые. Абсолютно бесплатно, абсолютно конфиденциально можно получить помощь в нашем центре. Еще раз напоминаю, телефон 43 09 07. Огромное спасибо. У меня вот сейчас появилась мысль к создателям ролика, может быть, есть смысл в конце ролика нам каким-то образом зафиксировать все телефоны, куда в случае какой-либо проблемы могут родители или сами дети обратиться. То есть, как бы, ну, чтобы озвучить-то мы озвучили, а куда обращаться не озвучили. И на вопрос к вам еще вот такой, Елена Александровна, тут ряд вопросов к нам поступил от зрителей, я их как бы вот объединил в один. Именно про компьютерную зависимость, о ней мы уже сегодня немножечко говорили, и вы затронули этот вопрос. Какие меры можно принять для устранения этой зависимости, потому что она подобна, ну, не будем этого скрывать, наркотической, которая требует все-таки серьезного лечения. Какие шаги нужно сделать родителям в этом случае? Так, ну компьютерная зависимость вообще вот, когда-то работая еще в школе, я проводила эксперимент с детьми в рамках научно-практической конференции. У меня была группа школьников, мы исследовали эту проблему, и мы даже выработали такой термин информационная экология, да. Так вот, компьютерная зависимость, она возникает от недостатка этой информационной экологии. То есть часто я сама неоднократно работала и по сей день работаю с детьми, имеющими компьютерную зависимость, и предыстория часто бывает такая. Родители заняты на работе, чтобы ребенок не проводил время на улице, ему в 1, во 2 классе купили ноутбук. И все. И все это происходило бесконтрольно. То есть во что играл ребенок, как там играл ребенок, не контролировалось время, вот главное, он не на улице, не в компании, не со шпаной, все нормально, дома все хорошо. Да? Через какое-то время родители стали замечать, что ребенок все больше и больше времени за компьютером проводит, что его оттуда не вытащишь. Да? А почему возникает эта зависимость? Потому что когда играет ребенок, он получает на гормональном уровне такое ощущение счастья, да, он победитель, он успешен в игре, да, он, может быть, даже общаясь там в соцсетях, он уважаем, он понимаем, да, и ему не нужно в этот внешний мир с проблемами, потому что там ему хорошо. И вот эта зависимость, как только он включает компьютер, да, так он попадает в мир счастья. Причем, я говорю, происходят изменения на гормональном уровне. И вот здесь очень важно родителям, во-первых, знакомя своих детей с компьютером, с интернетом, уже знать об этой зависимости, потому что, по сравнению с другими психическими отклонениями, это все-таки новое отклонение, да, оно недостаточно изучено, поэтому лечить его очень сложно, этим занимаются врачи и психиатры, да, но хотя бы вот покупая компьютер, да, или замечая, что ребенок чуть дольше стал проводить за компьютером времени, вставая из-за компьютера, нервничает, обратиться к тому же психологу и спросить, что происходит. Просто часто родители упускают этот момент. Потом бывает уже поздно, когда действительно помощь оказать может только психиатр. Опять же, наши родители, когда понимают, что все зашло очень далеко, они боятся врача-психиатра, да?
То есть, ну, это вот как-то обратиться, что мой ребенок ненормальный, что ли, да. Не нужно этого бояться. Уважаемые родители, если вы заметили, что у вашего ребенка появилась зависимость, ну, как первая ступенька, можно обратиться к психологу, чтобы узнать, есть ли эта зависимость или нет, да. Далее уже психолог, вот тот же психолог, специалист нашего центра, может помочь родителям с информацией, куда пойти дальше, как обратиться, да. Допустим, в нашем центре, когда мы работаем в очном режиме до пандемии, у нас консультирует врач-психотерапевт. То есть можно просто проконсультироваться, получить консультацию и узнать, как поступать, куда дальше. Самое главное, не бояться этого и не отрицать проблему. Лучше, знаете, вот, ну, заранее проявить заботу о своем ребенке, чем потом услышать, что уже поздно это сделать. Большое спасибо за такой ценный совет. Ну, надеюсь, да, что наши зрители примут этот совет во внимание, естественно. Ну, конечно, не дай бог до такого, чтобы дошло. Еще обобщу, несколько вопросов поступило. Наверное, к представителям МВД. Существуют ли нормативные акты или какие-то документы, направленные на обеспечение безопасности детей в среде интернет? Как-то это законодательно регулируется или нет? И в какой орган обращаться все-таки, если ребенок стал жертвой киберпреступника? Иван Владимирович, Олег Фаритович. Ну, что-то существует, вообще какие-то законы. Ну ладно, тогда к этому вернемся чуть попозже, хорошо? И, собственно, двигаемся дальше. Хочу обратиться к представителям благосферы нашей. Уважаемый Алексей Эдуардович, какая актуальная тема, как киберпреступление, обсуждается сейчас в благосфере и как новые медиа могут помочь ее решению. Какие-то ваши мысли на этот счет? Все-таки блогеры люди популярные. Спасибо, что позвали. Меня зовут Алексей Бацалаев, но я давно занимаюсь блогерством. Занимался, сейчас уже немножко ушел в другую сферу, но спасибо, что позвали. Ну, вот в моем детстве, да, я помню, что опасные места это были там рынки, вокзалы, мы все знали, что там карманники, что там могут ограбить. А сейчас я чувствую, что вся преступность вообще ушла в интернет. Там, мне кажется, уже на вокзале сейчас стало безопасно, на рынке уже карманников нет, в автобусах уже, они все ушли туда. И там люди специально работают. И, к сожалению, мне кажется, наши технологии еще немножко не дозрели до того, чтобы вычислять преступников, как это там, ну, в таких странах, как там Арабские Эмираты или Сингапур, где в реальном времени видеокамеры знают каждого жителя страны, когда, в какой момент, где он находился, и когда происходит преступление, они его находят моментально. Поэтому вот есть страны, в которых преступность практически нулевая. Вот. И мы к этому тоже придем, я уверен, но сейчас мы живем в страшное время, когда с одной стороны вся преступность ушла в интернет, а технических средств еще не создано эффективных, которые могли бы. Поэтому, конечно, очень хорошо, что вы такие мероприятия проводите, такие круглые столы, потому что нам сейчас нужно своих детей защищать самим. И здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это личные границы ребенка. Вообще, с какого возраста мы можем заходить в его телефон, а в какого возраста нельзя. Мне кажется, вот, ну, до 5 класса точно родителям надо заходить, смотреть в телефоне, что у ребенка там происходит. С кем он переписывается, о чем, мне кажется, это самый такой действенный будет способ. Но старше детей, конечно, уже сложнее. Тут правильно сказали, доверительные отношения с ребенком – это, мне кажется, самое главное. Вот. Но способы, на мой взгляд, которым злоумышленники будут действовать, они все время меняются, улучшаются, там, модернизируются. Поэтому, наверное, неплохо было бы сделать что-то вроде там ориентировки или чего-то, которое бы там раз в месяц или раз в полгода выходило бы в средствах массовой информации, в благосфере, наиболее распространенные способы преступлений, которым подвергаются дети в интернете. Потому что эти способы будут меняться.
каким образом они заманивают детей в наркоторговлю. Вот я сейчас знаю, что там закладки, вот это все в Телеграме, это вот по всей стране это процветает, да. Каким образом они там заманивают там девочек в порноиндустрию каким-то образом. У них уже есть какие-то отработанные методики, и хорошо было бы, если бы родители об этом знали. Но какая-то такая памятка, которая бы выходила бы и распространялась бы в СМИ. Каким образом деньги там у доверчивых людей выманивают, ну и так далее. Вот по финансовым, кстати говоря, вот в СМИ часто выходит, что пенсионерку ограбили там, она перевела. Вот мы знаем, что если звонят и говорят, что они из Сбербанка, то надо насторожиться. Вот когда дети подвергаются, да, вот таким, мы как-то вот ни родители, ни дети, мне кажется, широко не информированы. Вот. Поэтому, конечно, ну, средства массовой информации, благосфера, ну, должны поддержать это все как-то там репостами у себя, может быть, среди блогеров провести какую-то акцию или какие-то ряд акций, потому что именно защитить детей. Ну, вот. Мое мнение вкратце такое. Спасибо, что Может вообще проводить какие-то декады, прямо декады по этой теме, по кибербезопасности? Ну, мысль интересная очень. Среди блогеров, да, действительно, эту тему поднять можно было бы. И, ну, мы, наверное, все вместе призываем показать пример. Начать с вас. Министерство... Можно я еще одну проблему? Да, конечно, конечно. И еще, с другой стороны, сами СМИ, средства массовой информации иногда предоставляют информацию, причиняющую вред здоровью ребенка. Допустим, о фактах аутоагрессивного поведения или какого-либо девиантного поведения детей в средствах массовой информации. Когда статья выходит, это вызывает у ребенка подражание, эффект подражания. И потом у нас идут факты подражания. Допустим, суицидальные факты, да, допустим, про суицидальное поведение детей в Инстаграме и так далее. Мы всегда пытаемся на всяких межведомственных совещаниях и так далее говорить, чтобы об этом вообще не писали, об этом не должно писаться в средствах массовой информации, публиковаться нигде не должно, чтобы не вызвать эффекта подражания у ребенка. Тем не менее, информация все равно просачивается в средства массовой информации, и это вызывает эффект подражания. И те средства массовой информации, которые вот так вот публикуют вот с такими огромными заголовками информацию, они должны тоже понимать меру своей ответственности в отношении жизни детей. Потому что мы с 2008 года анализируем аутоагрессивное поведение детей, допустим, да, и зачастую уже было несколько случаев, когда вот после того, как выходит статья в интернете, в средствах массовой информации, на сайтах о том, что ребенок, допустим, ребенка довели или что-то, и спустя прямо-таки несколько дней другой ребенок подражает этому. Поэтому вот, хочу обратиться к средствам массовой информации, уже не в первый раз, с криком души: нельзя такое печатать. Мы в свое время добились от министерств и ведомств, чтобы они не давали интервью такого плана. Раньше пресс-службы некоторых министерств и ведомств тоже такие информации давали средства массовой информации, что тоже приводило иногда к плачевным результатам. Вот. Но все-таки палка, да, о двух концах получается. Да, Елена Александровна? Так, ну я бы хотела вот еще добавить по поводу безопасности в интернете, да, и компьютерной зависимости. Рекомендация такая для родителей. Ну, например, когда мы покупаем оружие, мы осознаем, какую опасность оно может принести в наш дом, и получаем инструкцию. Когда мы покупаем какой-то бытовой прибор, там тоже написано, что нельзя делать с этим прибором. Но почему-то, когда мы покупаем компьютер в дом или подключаем интернет, такую памятку и инструкцию никто не дает. Только положительное вот влияние или как можно нанести вред компьютеру, и все. То есть очень хотелось бы, чтобы вот правильно сказал наш блогер, да, про памятки, да, и очень хотелось бы, наверное, чтобы, может быть, ну, в магазинах техники, да, компьютерной, чтобы провайдеры интернета изобрели какие-то памятки, да, и если вы покупаете своему ребенку компьютер,
Если ваш ребенок пользуется интернетом, вот действительно, какую опасность может это принести. Потому что, чтобы не возникло вот этой интернет-зависимостью, компьютерной зависимостью, главное – это культура пользования, да, и дозировка. Ну, это тоже, получается, обучение родителей. Да. Это ответственность родителей. Вот. Да. Большое спасибо. Нам продолжают поступать вопросы. Я не знаю, надеюсь, у нас среди присутствующих есть человек, который сможет на него ответить. Какое программное обеспечение стоит установить на личный сотовый телефон ребенку для осуществления родительского контроля? Спрашивают наши зрители. Давайте я попробую ответить. Действительно, сейчас очень много средств различных для реализации, скажем, вот этой задачи. Как следить за ребенком, как не допускать появления вредной противоправной информации, как тематически ограждать от каких-то нехороших сайтов. Ну, я отвечу сразу, таких программ множество, рекламировать не буду по разным направлениям, по конкретным брендам, скажем. Есть и для iOS, есть и для Android решения разные. Но эту подборку мы подготовили и разместили на нашем сайте infobez.saha.gov.ru. Также я хочу сказать, что мы не первый раз ведем такого рода мероприятия, и контактные телефоны также размещаем наших учреждений иных, которые оказывают социальную, психологическую помощь. Так что приглашаю туда, пользуйтесь, смотрите. Подборка действенная, некоторыми из них пользуюсь лично, но опять-таки давайте без рекламы обойдемся. Есть решения платные, есть решения бесплатные. Инструкции по установке и так далее. Ну, сайт на экране. Заходим в раздел «Профилактика киберпреступлений» и выбираем интересующую тему. Ну, соответственно, наша сегодняшняя тема по защите детей. Там и тематические видеоролики, которые мы сегодня презентовали, которые мы презентовали в предыдущий раз. Там и сопутствующие материалы и контактные телефоны. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом предлагаю наш круглый стол потихонечку к завершению направлять и все-таки Алексей Алексеевич подытожить нам, какие решения по результатам обсуждения будут вынесены, что произойдет в самое ближайшее время вот по линии именно Центра информационных технологий. Как мы уже отмечали, цикл профилактики киберпреступлений начат с прошлого года. В этом году мы также поработали. По итогам текущего года мы провели 4 круглых стола с экспертами по тематикам. Небольшой отчет. Первое, это был методический сбор по вопросам защиты информации. Это было в формате совещания с руководителями и специалистами по защите информации органов власти Якутии. Это мероприятие проводилось совместно с управлением СТЭК России по Дальневосточному федеральному округу. Также мы проводили круглый стол «Удаленная работа. Проблемы и решения», но в формате закрытой онлайн-конференции, также совместно с управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, поскольку были затронуты вопросы, в том числе закрытой информации. Также мы проводили предыдущий круглый стол по тематике кибервымогательства в формате открытого круглого стола, как сегодня, и сегодняшний круглый стол. Основным достижением за текущий год это то, что мы наконец-то запустили тематический сайт по защите информации, который я сейчас озвучиваю, infobez.saha.gov.ru. В предыдущем году эксперты также, напомню, говорили о том, что нам не хватает совместной какой-то площадки для размещения информации. Сейчас эта площадка создана. Мы в любом формате можем вести работу нашу с вами, либо создавая какие-то организации общественные, либо какие-то межведомственные организации. Но площадка для размещения информации, для обмена информацией у нас есть.
Также на этой площадке мы публикуем тот контент, который уникально разрабатываем. Также некоторую новостную ленту ведем. В этом году также мы подготовили 10 видеороликов по защите информации, ну и вели их распространение по телевидению, публикации в соцсетях, на сайтах, в печатных изданиях, материал печатали. Это основные результаты по текущему году. Считаю, что работа выполнена успешно, и прошу министерство рассмотреть возможность продолжения данного цикла в следующем году. Ну, в общем, все. Уважаемые коллеги, участники, эксперты, благодарю за участие. Успехов в работе. С наступающим Новым годом. Ну что ж, дорогие друзья, действительно огромное всем спасибо. Работа, безусловно, будет продолжаться, но вот как озвучили, можно напрямую через сайт по кибербезопасности уже контактировать, выходить со своими идеями, предложениями и там это все обсуждать, потому что, ну, действительно, сегодня были озвучены несколько очень полезных и ценных идей, которые, мне кажется, нужно обязательно воплотить в жизнь в самое ближайшее время. Ну, естественно, будем продолжать встречаться и обсуждать эту важную проблему. Большое всем спасибо, с наступающим Новым годом. До новых встреч.